Кому-то, извините меня, комплимент, там, у тебя красивое платье сегодня, там, не вызывает никакого дискомфорта, а кому-то, если так скажешь, она психанет, и скажет, что в каком смысле? Там, не только может муж такие комплименты делать, да? Если сам работодатель является субъектом харассмента. А чаще всего так и случается, когда человек, пользуясь своим служебным положением, считает, что ему все дозволено. Начались некие формы злоупотребления. Это оборотная сторона харассмента. Когда жертвы харассмента, псевдожертвы, да, заявляют о ложном харассменте, имея намерение отомстить кому-либо. Бизнес-среда. Добрый день, это очередной выпуск цикла «Бизнес-среда» от Академии подкастов «Три медведя». Этот выпуск мы пишем совместно с РСМ Таджикистан, консалтинговой компанией. Меня зовут Зибу Таджибаева, и сегодняшняя наша тема довольно актуальна и в то же время довольно щепетильна. Это харассмент на рабочем месте. Наш сегодняшний гость Тимур Абдулаев, партнер РСМ Таджикистан по юридическим вопросам. Здравствуйте, Зибу. Тимур. Здравствуйте. Одновременно прям. Тимур, простыми словами, что такое харассмент? Начну с того, что у нас в законодательстве, к сожалению или не к сожалению, пока не знаю, понятие, термин харассмент не определен как таковой, то есть такой категории правовой не существует. Это не только у нас, и на всем пространстве, возможно, на всем пространстве СНГ, в отличие от западных государств. Если говорить простыми словами, то харассмент – это назойливое нежелательное поведение одного человека в отношении другого, которое доставляет ему дискомфорт, неудобство или даже приносит вред. А комплименты назойливые могут быть харассментом? Ну, начнем с того, что харассмент – это не всегда секс. Это не всегда сексуальное домогательство. Да? Сама по себе тема харассмента, если его даже почитать в интернете, разные СМИ, если видите, вызывает очень много бурных обсуждений, и она очень многогранная, потому что сам по себе харассмент очень часто сложно доказать факт харассмента. Поэтому, если вернуться к вашему вопросу о комплименте, опять же, это вопрос очень многогранный, и он больше на него можно ответить, принимая во внимание культуру того народа или той компании, где все это происходит. То есть, например, если для кого-то безобидный комплимент – это норма, то, может быть, для западной женщины, возможно, комплимент будет, она расценит его как харассмент. Да? Опять же, все зависит от уровня отношений между лицом, делающим комплимент, и другим человеком. Насколько они близки, насколько они знакомы, как часто они общаются, в каком уровне подчинения они друг другу находятся, работают ли в одной организации или нет. Очень много факторов, которые влияют на то, чтобы характеризовать комплимент харассмента или нет. Вот смотри, такой пример. Я буду из практики рассказывать. Это довольно часто случалось. И на тот момент просто я не понимала, что такое харассмент, но понимала, что поведение неправильное. Мой бывший шеф, когда заходил в кабинет, он требовал, чтобы я каждый раз вставала. А делал он это, иногда до 20 раз в день. Харассмент? Я думаю, да. Потому что если почитать литературу, то можно наткнуться на много критериев харассмента, да, и признаков его. И одним из критериев является тот факт, что позиция такая у человека, который проявляет харассмент: «Я лучше, чем ты». Есть некая форма дискриминации. Она может быть связана с чем угодно. Разный пол, цвет кожи, положение по службе, разные должности, материальный уровень дохода. Неважно, или физическая сила. Когда есть некая форма дискриминации, и кто-то считает, что он выше, чем другой, и пытается с помощью своей вот этой позиции доминировать, то да, это харассмент. Но у нас, вот смотри, в законодательстве, да, в законе, в частности, о равенстве и ликвидации всех форм дискриминации впервые введен термин «сексуальное домогательство», и где прописано домогательство на рабочем месте, да. Также планируется ввести в Уголовный кодекс наказание за сексуальное домогательство, пока этого нет, и пока это расценивается как хулиганство. Например, если на улице, да, там домагиваются до женщины, это доказать легче.
А вот на рабочем месте довольно сложно, если причем еще женщина в подчинении. Как быть вот тут? Ну, смотрите, у нас в Уголовном кодексе еще есть статья, которая называется «Понуждение к действиям сексуального характера». В принципе, это одна из форм, это агрессивная форма харассмента, понуждение к действиям сексуального характера. Причем в квалификационных признаках данного криминального деяния описывается, что именно и это действие, это деяние проявляется с помощью использования служебного положения, когда начальник понуждает подчиненного к действиям сексуального характера. Но опять же повторюсь, это узко, это не весь харассмент, это его одна из агрессивнейших форм проявления. А если говорить именно о харассменте как о нежелательных шутках, ну да, оскорбительных, похабных шутках, да, каких-то комплиментах систематических, которые не приносят, не то чтобы не приносят, а доставляют дискомфорт человеку, получающему этот комплимент, то на рабочих местах понятно, что это случается очень часто. Как быть? Ну, во-первых, менять культуру. Культуру именно я имею в виду локальную в каждой компании. То есть у нас мало пока, да, сами по себе люди осведомлены об этом, что есть такой элемент в человеческой жизни, в отношениях, как харассмент. Чаще всего мы воспринимаем это как, ну, вот надоел, ну, вот дурак, ну, с головой не в порядке, да, и многие терпят, там, опять же, может быть, потому что не обидеть человека, может, потому что он выше по должности, может, как-то зависишь от него. И начнем с того, что нужно проводить какие-то тренинги для сотрудников познавательные, рассказывать им, что есть такие моменты в жизни. Когда это хорошо, а когда это плохо. Да, есть, спокойно можно четко разграничить. Плохо, когда человек говорит: мне не нравится, не делай так. Если харассер продолжает, значит уже это есть систематический харассмент. Да? Харассмент должен иметь элемент систематичности. Если он один раз сделал комплимент и получил в ответ реплику, что это нежелательное поведение, и на этом успокоился, извинившись, то я не считаю, что это там харассмент, это плохо. Ну, любой мужчина, там, я не знаю, вот мне нравится делать женщине комплимент. Да, например, если я сделал женщине комплимент, и она как-то не так отреагировала, я пойму, что ей не нравится, я успокоюсь на этом. Если человек продолжает систематически делать какие-то комплименты, продолжает это в мессенджере, это уже да, это плохо. Надо объяснять, как тем, кто является объектом харассмента, как и самим субъектом, что как себя вести в таких случаях, когда можно, когда нельзя. Первое. Второе. Я считаю, что каждый работодатель обязан на рабочем месте, это вытекает из Трудового кодекса, создавать комфортные, нормальные условия труда для всех работников. Элементы харассмента, случаи харассмента, они создают дискомфорт для работников, они нарушают трудовую дисциплину, они понижают качество труда, поэтому на работодателе отчасти вина лежит в том числе, поскольку он допустил такие случаи у себя на работе, в компании. Что он должен делать, по моему мнению? Как я уже раньше сказал, это тренинги. Второе. У нас Трудовой кодекс позволяет предусмотреть в локальных политиках компании основания дополнительные для наложения дисциплинарных взысканий на работника, в том числе для увольнения. Дополнительные случаи. Кроме тех, что предусмотрено Трудовым кодексом. Соответственно, я считаю, можно в локальной политике о трудовом распорядке, либо вообще о политика о харассменте, противодействия харассменту, предусмотреть случаи харассмента как основание для наложения дисциплинарного взыскания и вплоть до увольнения работника. Почему? Опять же, это нарушает трудовую дисциплину, это нарушает принцип создания нормальных условий труда на работе для работников. Почему нет? Есть ли какие-то определенные правила, да, которые применимы для всех компаний, либо в компании можно договориться, что мы считаем неправильным, да, ненадлежащим поведением, а что, в принципе, в рамках нашей культуры может существовать? Я считаю, это невозможно. Вы не можете прописать правила, какие комплименты делать можно, а какие нельзя. Кому можно, а кому нельзя. Это больше уже саморегулируемый такой будет вопрос. Просто, опять же говорю, это вот если уходить в плоскость юриспруденции, можно прописать критерии,
критерий – это когда систематическое, назойливое, навязчивое проявление внимания кому-либо. Когда человек говорит: не надо, я не хочу, остановись, мне не нравится, а он продолжает. Вот критерий. Потому что кому-то, извините меня, комплимент, там, у тебя красивое платье сегодня, там, не вызывает никакого дискомфорта, а кому-то, если так скажешь, она психанет, ему скажет: в каком смысле? Там не только может муж такие комплименты делать, да? Кстати, харассмент – это не всегда мужчина в отношении женщины. Харассмент – это также и женщина в отношении мужчины. Понятно, что у нас, наверное, в нашей культуре это возможно, такого не случается. Но, например, в других странах, да, например, это тоже часто случается, когда женщина-начальник, руководитель, она проявляет какие-то по дискриминационным, опять же, признакам нежелательные действия, совершает в отношении своего подчиненного мужчины. И он страдает, потому что он боится потерять работу, потому что там у него психология слабая, он боится сопротивляться и так далее. Такое тоже есть. А по поводу работодателя, если сам работодатель является субъектом харассмента? А чаще всего так и случается, когда человек, пользуясь своим служебным положением, считает, что ему все дозволено. То есть он хоть и прописал правила, там, но я же владелец этого, я же могу. Ну, понимаете, если человек заботится о своем бизнесе, о своей компании, о своих работниках, о нормальном климате в коллективе, он прежде всего должен думать об этом. И если он об этом не думает, то, к сожалению, я не думаю, что компания далеко уйдет, если даже таким мелочам он не может себя контролировать в таких мелочах. Поэтому я считаю, что работодателю, особенно руководителям, нужно проявлять особую осмотрительность. Я считаю, что вообще работодатель или руководитель вообще не должен делать каких-либо комплиментов своим подчиненным. Я допускаю комплименты между сотрудниками равного ранга. Возможно, да. Любой руководитель не должен в отношении подчиненного, неважно, женщина, мужчина, делать какие-то комплименты. Молодец. Это комплимент? Вот от руководителя. Это касается... Слушай, там иногда хочется услышать, да. В контексте чего? Молодец. Ну, выполнил грамотно работу? Да. Ничего такого нету. Почему? Похвала, касающаяся рабочего процесса. Ты сегодня хорошо выглядишь, у тебя красивое платье, у тебя вот там прекрасные туфли, я не знаю, хороший макияж. Нежелательно. Но опять же, видите, Зиба, мы не должны уходить в такую некую уже форму маразма, потому что понятно, что мы даже видим, как опять же из СМИ прочитать, что начались некие формы злоупотребления, это оборотная сторона харассмента. Когда жертвы харассмента, псевдожертвы, да, заявляют о ложном харассменте, имея намерение отомстить кому-либо, там, не знаю, безответная любовь, или поругал начальник на работе, вот у него в голове так, сейчас я ему отомщу. Это тоже есть. И здесь уже сложно, тут репутация человека подмочена, возможно, с юридической точки зрения ты себя как-то оправдаешь, а что делать с репутацией, потому что слухи все равно будут ходить. Поэтому надо быть очень осторожным. Это касается, опять же, мужчин прежде всего. Нужно понимать, с кем можно пошутить, когда пошутить, как пошутить, когда надо вовремя остановиться. Что-то просто по канату идешь и балансируешь, да? Ну да. Ну, это, похоже, сейчас такая ситуация. Смотри, прописать для работодателя, провести тренинг, это все процесс не одного же дня, да, там иногда потребуется месяц, полгода. А у меня сейчас это происходит, допустим, да, вот как женщине защитить себя вообще от харассмента? Поведение, какое должно быть поведение? Как собирать какую-то, может быть, я не знаю, доказательную базу? Ну, здесь есть две плоскости этого вопроса, да, как себя вести. Первое – это психологическое, это когда, это, наверное, больше к психологу, как реагировать на это, как успокоить такого человека. Потому что, опять же, это вопрос психологии. Есть уверенные в себе женщины, которые могут спокойно отшить того же начальника. А есть люди очень такие, сомневающиеся в себе, мягкие, и очень быстро подавляются и закрываются. Это больше вопрос психологии. Если говорить, например, о юридической плоскости, опять же, к сожалению, учитывая, что у нас этот вопрос не регулируется на законодательном уровне, как-то привлечь какой-то ответственности будет очень сложно. Опять же, собирание каких-либо доказательств, делать скриншоты, переписки, или записывать потихоньку на диктофон, можно получить ответный иск и обвинения в нарушении прав на частную жизнь, во вмешательство в частную жизнь. Персональные данные те же самые, да, они имеют статус защищаемой информации. Поэтому надо быть очень осторожным. Я считаю, надо делать так, говорить, что я
тебя предупреждаю, записав это на диктофон, что я буду записывать тебя, наши все диалоги. Я тебя предупреждаю, что я буду делать скриншоты наших переписки. Предупредив, вы себя защитите от каких-то контрдействий, от этого субъекта харассмента. И дальше уже можно и записывать, и делать скриншоты. И что дальше? А что дальше, да, вот, сделала я, все собрала. Только гражданско-правовой иск в суд. Потому что мы имеем все права на охрану частной жизни, на защиту ее. Никто не может вмешиваться в мою частную жизнь. Это больше уже будет гражданско-правовой спор, где нужно будет уже доказывать, что это вопрос поднимается морального вреда, морального ущерба. Чуть-чуть будет очень тяжело, но возможно. Но возможно. Хулиганство, тут состава хулиганства нету, как правонарушение. Поэтому только в гражданско-правовом порядке. И довольно сложно, потому что, да, как говорят сложновато. эксперты, да, которые многие не доходят просто до конца. Само по себе доказывание нанесения морального вреда, это очень тяжелая процедура, потому что это такой всегда субъективный момент. Да, у кого-то там, скажешь, дурак, он не так обидится, а для кого-то это целая трагедия, так условно говоря, утрировать, если. Поэтому тоже это очень сложно. А если, например, ты там стали свидетелями харассмента на рабочем месте, молчать? Вот как реагировать людям со стороны? Потому что многие это замечают. Как понять, что это харассмент? Вот если я сижу, два человека общаются, он ей делает комплимент или она ему. Я же не могу прочувствовать, насколько одному из них дискомфортно. Если, например, она обратится ко мне и скажет, помогите, коллега пристает, мне дискомфортно. Да, это уже можно сказать. Опять же, правового воздействия какого-то, нету оснований, чтобы на него воздействовать. Поговорить как-то, коллектив собрать. Так не делать, человеку не нравится. Пока в компании нету локальной политики, которая будет квалифицировать эти действия как не совсем законные и нарушающие трудовую дисциплину, что-то сделать с этим будет очень сложно. Нужно принимать локальную политику. То есть просто если вы собираетесь куда-то трудоустраиваться, в первую очередь спрашивайте, а есть ли какие-то нормы, которые регулируют поведение? Да. Культуры. Да. Сейчас очень многие работодатели утверждают кодекс этики поведения работников. И, может быть, возможно, там есть некоторые нормы, прописывающие нежелательные, описывающие критерии нежелательного поведения назойливого. Я не думаю, что где-то в местных компаниях есть политики, регулирующие именно вопрос харассмента. В международных организациях есть. У них это обязательно. А можно инициировать это, например, подчиненные могут инициировать? Возможно, да, почему нет? Спокойно собраться трудовым коллективом, предложить своему работодателю обсудить этот вопрос, разработать локальную политику, все вместе определить критерии нежелательного поведения. Можно? Хорошо, если еще с частным бизнесом все понятно, с госорганами как? Там можно какую-то локальную тоже политику регулировать? Нет, там пока у нас на законодательном уровне не будет принят. Потому что у нас есть у всех госслужащих в отношении них принято действует кодекс этики государственного служащего. Я, честно, не знаю, не знаком, надо посмотреть, есть ли там что-то насчет этого. Если харассмент не прописан, в законах, то, соответственно, там вряд ли это будет. Возможно, да. Что бы вы посоветовали жертве харассмента? Предупредить, прежде всего дать четко понять харассеру, что мне не нравится твое поведение, оно недопустимо. Сама по себе эта риторика и стиль изложения своего недовольства зависит уже от уровня отношений. С субъектом харассмента, насколько эти отношения близки или каков уровень, насколько отличается уровень в их должностных позициях. Это можно сделать очень мягко, например, это можно сделать очень жестко. Но опять же, надо четко донести до человека. Не так, чтобы он воспринял это как некое кокетство или заигрывание, а четко понять. В юриспруденции есть такая наука, как виктимология, Да. Это наука поведения жертвы. Я не хочу сейчас сказать, что всегда виновата в этом сама жертва харассмента. Не всегда. Но есть случаи, когда, возможно, есть некая форма провокации, возможно, даже неумышленная. Когда харассер воспринимает поведение жертвы харассмента как некую форму заигрывания или провокацию на это.
нужно тоже контролировать в том числе и себя, как ты себя ведешь, чтобы не стать объектом харассмента. То есть четко дать понять. Все. Мне не нравится. Перестань. Да? Продолжает, если. Надо доводить до руководства эту информацию, что мне не нравится, он мне мешает работать. Надо делать упор на то, что я не могу работать. Он нарушает мое право на нормальные условия труда. Он нарушает трудовую дисциплину. Это влияет на качество выполняемой мной работы. Ты как работодатель прими меры в отношении него. А работодателю что посоветуете? Быстрее разрабатывать? Быстрее разрабатывать, принимать, проводить тренинги, проводить беседы с такими людьми, объяснять, что ты нарушаешь трудовую дисциплину. Применить в отношении него без наличия какой-либо локальной политики, применить в отношении него какое-то дисциплинарное взыскание. Это можно получить в ответ иск. Могут ли консультанты, вот вы, например, да, как консультант юридический, помочь разработать? Мы участвуем в таких кейсах. У одного из наших клиентов недавно был подобный случай. Я не буду называть компанию, где приехали иностранные гости, и один из сотрудников сделал комплимент, простой комплимент гости. Она это восприняла как харассмент, подняла шум. Было очень сложно объяснить, что он не имел каких-либо там намерений плохих, да, он просто сделал комплимент. Нужно было также и ему объяснить, что так делать не надо. И вы разработали для них какой-то документ? Мы разработали для них локальную политику, да, которая учитывала и особенности нашей культуры, особенности харассмента в целом, как он признается во всем мире, пытались адаптировать как-то, провели пару тренингов для сотрудников. Надеемся, что... главное, что все поняли. И сам объект, и субъект посмеялись, разобрались. Все закончилось. Иском не закончилось, да. Все закончилось успешно. То есть на разбирательство вас уже пригласили? Да, нас привлекли прежде всего для того, чтобы найти правовые основания для урегулирования вопроса. Нас спросили, что делать с этим работником, нужно ли его увольнять, можно ли его увольнять. Началось все с этого, и дальше дошли до того, что разработали локальную политику, провели тренинг, примирили стороны, все закончилось хорошо. Спасибо большое, Тимур. Хотела напомнить, что этот цикл «Бизнес-среда» мы пишем совместно с консалтинговой компанией РСМ Таджикистан. Вам спасибо, Тиба. Всего доброго. Бизнес-среда.